Добрый день, уважаемые эксперты Республиканской конференции наук юношей Китая. Меня зовут Петров Антон. Я ученик 8 Б-класса Пермигастянская областная гимназия. Позвольте представить тему исследования картографирования палеонтологических находок в горном районе. На территории горного района, а если быть точнее, на близлежащей территории реки Синяя, частично имеются выходы остатков древней мамонтовой фауны. Так, были найдены кости мамонта, шерстистого носорога, бизона, древней лошади и так далее. Метод картографирования позволяет более глубоко изучить местонахождение и возможные ареалы обитания древних животных на территории горного района. Цель исследования – создать карту палеонтологических находок на территории горного района. Задачи. Первое – анализ палеонтологических карт. Второе – создать базу данных палеонтологических находок на территории горного района. Третье – создать карту палеонтологических находок на территории горного района. Объект исследования является изучение палеонтологических находок. Предмет исследования – картографирование палеонтологических находок. Анализ более 10 карт ареала распространения и палеонтологических карт показал, что в основном применяется метод значков, редко метод ареалов. Основой для моей карты послужила база данных, которую я собрал в Бердигастянском краеведческом музее, в школьных музеях в селе Мытах, Кептин, Эрт и участок лиц. Так, в селе Мытах были найдены останки мамонта и шерстистого носорога. В селе Кептин, около реки Синяя, были найдены останки мамонта и древнего бизона. К сожалению, определения экспонатов не имеется. Удивительные находки палеонтологической фауны Бердигастянский краеведческий музей, останки мамонта и бизона. И самые многочисленные находки имеются при школьном музее в селе Эрт. Останки мамонта, шерстистого носорога и бизона. Удивительная находка была найдена во время хозяйственного рытья во дворе в селе Бердигастях. Это единичный случай такой находки в нашей деревне. Останки принадлежат шерстистому носорогу. Карту палеонтологических находок горного района выполнили на программе Coral-Draw. Основой карты послужила физико-географическая карта горного района масштабом 1,5 миллиона. В качестве условного обозначения выбрали растровые изображения, которые трассировали в программе Coral-Draw. В виде условного обозначения выбрали следующие иконки. На карте отметили места, где были найдены останки мамонтовой фауны, бизона, мамонта, шерстистого носорога. На карте дополнительно ввели фотографии экспонатов с Бердигастянского краеведческого музея, с пришкольного музея села Эрт и села Кептин. Созданную карту импортировали в формате WORD. Нашу карту могут использовать на уроках географии, краеведения и так далее. Выводы. Первое. Анализ карт палеонтологических находок показал, что в основном картографы применяют метод значков, редко метод ареалов. Второе. В ходе исследования создал базу данных палеонтологических находок, в котором описано более 20 находок на территории горного района, в основном река Синяя. Третье. Создали карту палеонтологических находок горного района в масштабе 1,5 миллиона. Спасибо за внимание.